Было это или не было, трусливые ли смелые, были волки бегунами, были лисы поварами, ворон был советчиком, воробей наведчиком. В одной далекой маленькой стране, где всегда царил мир и покой, правил очень мудрый король. Он любил свой народ так, словно это была его одна большая семья. А его люди в ответ любили своего короля еще сильней, ведь он правил справедливо, страна его процветала и не было горя. Так бы и продолжалось это беззаботное время, но, увы, оно не стояло на месте. Король старел, ему нужен был наследник. С каждым днем король становился все грустней. И не печалило его то, что дни его постепенно подходят к концу, а думал он только о том, на кого он сможет оставить свою маленькую страну. Детей, на которых можно было бы положиться, у короля тоже не было. Это расстраивало его еще сильней. В один солнечный день король прогуливался по своему любимому саду, где росли его самые красивые цветы. Их аромат навеял королю решение вопроса с наследником, который мучил его уже не один день. Воодушевленный своей идеей, король позвал к себе своего главного советника и приказал ему набрать в корзину семена разных цветов из королевского сада, а завтрашним утром пригласить во дворец всех мальчиков государства для оглашения важного указа. Годы идут, а наследника у меня все нет. Кто же будет править царством после меня? Ваше Величество, разрешите обратиться? Что там у тебя? Хотел обсудить с вами один вопрос. Продолжай. Время идет, Ваше Величество. Придворные все чаще обсуждают вопрос наследника. Я знаю, о чем говорят при дворе. Я ищу решение вопроса с наследником. Простите меня за прямоту, Ваше Величество. Я не хотел вас расстроить. Оставь меня. Мне нужно подумать. Слушаюсь, Ваше Величество. Есть только одно решение — усыновить мальчика. Но как определить честного, справедливого и надежного?